Развивать науку и помогать молодым ученым поручил Владимир Путин. Глава государства уделил особое внимание этой теме в ходе ежегодного доклада послания. Центром научного развития должны стать вузы. Государство окажет необходимую помощь. Минувший год был плодотворным для Северо-Остинского госуниверситета. Вуз выиграл федеральный грант на развитие русского языка. Еще один грант на создание лаборатории мирового уровня, а также разработку полезного для иммунитета и нервной системы экстракта. В научные лаборатории госуниверситета заглянула Марина Караева. Как превратить выхлоп машины, который загрязняет воздух, обратно в топливо? В этой лаборатории знают. Физики исследуют и разрабатывают специальные катализаторы, взаимодействие с которыми вредный газ превращается в метанол. Катализаторы изготавливают из дешевых металлов, в то время как зарубежные коллеги используют дорогостоящую платину. Этот проект в конце прошлого года выиграл мегагрант в размере 60 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Наука». В своем послании президент особо подчеркивает необходимость развития именно прорывных технологий. Вот в этом плане сейчас ситуация такая, что регионы, они уже начинают догонять центральные ведущие вузы и научные центры. Физико-технический факультет СОГУ оказался в списке 30 стран, которые создадут уникальный коллайдер НИКа. Его строят в Институте ядерных исследований в Дубне. Ученые СОГУ работают над созданием датчиков, которые в дальнейшем применят на ионном ускорительном комплексе. Именно этот коллайдер позволит узнать, в каком состоянии пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва. Эти проекты позволяют нам выходить именно на решение прорывных вопросов в науке и технологиях, привлекая при этом молодежь в сферу науки и закрепляя их именно в этой сфере. Это сейчас очень актуальная проблема. А здесь ребят учат строить бизнес. Важность направления в своем послании обозначил президент Путин. На базе экономического факультета СОГУ почти год работает Центр молодежного предпринимательства. Интересные бизнес-идеи помогают воплотить в жизнь уже опытные экономисты и маркетологи. Учат составлять бизнес-план, находить средства и грамотно вести беседу. Важна и уверенность в себе. Мало кто умеет самостоятельно, в общем-то, грамотно сформулировать, что же они хотят, и грамотно посчитать. И наша задача будет направить их, в общем-то, на правильный путь, и изучив тот бизнес, который они хотят создать, в общем-то, показать им, как лучше по нему двигаться. И в том числе дать им какие-то навыки и умения для того, чтобы, в общем-то, эти задачи решать. Современный мир требует новых технологических подходов ко всему, что нас окружает. Глава государства в своем послании призвал вузы вести постоянную работу не только со студентами, но и с преподавателями. Заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры. Система постоянной подготовки и повышения квалификации преподавателей региональных вузов, чтобы студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей малой родине. В СОГУ для преподавателей регулярно организовываются курсы повышения квалификации. Очередные пройдут в феврале. Согласно закону об образовании Российской Федерации и профессиональному стандарту педагога, преподаватели должны повышать квалификацию не реже 1 раза в 3 года. Но наши преподаватели делают это намного чаще. Для Центра повышения квалификации и переподготовки кадров, как структурного подразделения Северо-Остинского государственного университета, развитие научно-педагогических кадров является первоочередной задачей. В современном цифровом мире важно не только придумать и реализовать идею, но и суметь грамотно ее преподнести. В СОГУ этому научили учащихся школ. При вузе была организована цифровая школа в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Марина Караева, Заур Кудзаев. Новости Осетии.